Испытано на себе. Добрый день, дорогие телезрители! В эфире республиканского телевидения очередной выпуск программы «Испытано на себе», который на этот раз веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И я решил тряхнуть очень глубокой стариной и восстановить, скажем так, свои небольшие, пусть, но познания в схемотехнике. Но со времен, скажем так, ламповой радиоэлектроники, когда я учился в Томском АСУ радиоэлектроники, чуть ли не ордена Ленина, да, прошло гигантское количество времени, и микроэлектроника сейчас выходит на новый уровень. Консультантом сегодня будет в наших действиях Александр Багарытов. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Он один из руководителей сервисного подразделения компании Respect Service. Это почему они? Потому что, ребята на плаву уже энное количество лет, я сколько себя помню, с нулевых годов, да, все время там таскаем ноутбуки и прочее в Respect. Телефоны. Несколько телефонов я у них чинил, поскольку Samsung это авторизованный, скажем так, авторизованный сервисный центр Samsung. С чем больше всего приходит к вам в сервис? Чаще всего это разбитые экраны. Вот. Это касаемо телефонов? И телефонов, и ноутбуков тоже. То есть, бывает такое, что уронили просто. И ноутбуки роняют, и телефоны роняют. Очень часто с экранами приходят. Также по ноутбукам бывают проблемы с носителями. Вот, такие как не загружается система, то есть зависает, нагревается аппарат. Это система охлаждения. Да, система охлаждения забивается пылью. Необходимо профилактику делать периодически. У телефонов прошивка слетает, то есть зависает телефон, не загружается. Основные проблемы такие. Ясно. И еще раз, народ буквально, у каждого есть телефон, как минимум, да, у тех, кто побогаче, имеется рабочая станция дома и носимый, скажем так, вот такой вот замечательный, знакомая марка, кстати. У меня абсолютно такой же был, по-моему, на Celeron, да? По-моему. У них разные конфигурации. Да, разные конфигурации. Сейчас посмотрим. Дело в том, что сейчас вот своими руками на глазах у изумленной публики я буду производить некоторые операции, которые присущи, и в конце концов выйдем на уровень. А можно ли это делать в домашних условиях, то есть не снабжая ребят определенными денежными знаками, да, либо все-таки прийти к ним, потому что я причиндалов вижу здесь огромное количество. Если тут кто не видит, да, тут стоит микроскоп электронный. Электронный целый микроскоп, который тонкости печатные платы, они нынче отличаются, радиатор какой-то, да, отличаются вообще микроскопическим размером. То есть, если я разбирал старый ламповый телевизор, и там была капля припоя вот такого размера, да, то здесь вот все. Что говорить, если мощная рабочая станция, она занимает на столе вот такой вот объем. И это с полноценной картой и так далее. Что касается ноутбуков, значит, здесь есть 3 в одном. Да? Это монитор, периферийные какие-то устройства, блок питания, он внешний в нашем случае, но есть блок питания автономный, да, то есть это батарея. И система охлаждения, то есть процессоры нынешние, они очень горячие. И все это умещается в достаточно компактном корпусе. Что с этим ноутбуком? Так, у данного аппарата проблемы со включением. В первую очередь и питание, с автономностью, да. В первую очередь подозрение на питание. С чего я должен начать? Давайте мы приступим непосредственно к, скажем так, я вооружусь вот таким вот умным видом. Что мне понадобится? Непосредственно сам неисправный ноутбук, я так понимаю, я переворачиваю его и вытаскиваю энное количество винтов. Да, необходимо снять все винты. Так. А это магнитик, он специально для того, чтобы Чтобы болты снимать удобнее было. Отвертки бывают намагниченные, бывают без магнитов просто. И чтобы легче было. Вот оно начало щелкать, а кассетки нету, да? То есть, болты у нас, во-первых, разных размеров бывают. Соответственно, когда мы снимаем болты, необходимо запоминать. Или в группы разделять их? Да, или в группу. То есть длина у них разная бывает. Вот это вот примерно 10 миллиметров я ставлю сюда. Это корпусные винты, да? Да. Очень часто приходят ноутбуки, которые неправильно собирали, болты неправильных размеров. Нарушена резьба? Нет, они выходят с той стороны. Прямо выходят? Да, прямо выходят. И там небольшие бугорочки появляются со стороны клавиатуры.
Слушайте, или мне кажется, или тут вздутие какое-то? Да, вот если погладить, чувствуется, что есть выпуклость. Ага. То есть это прямо вздуло батарею, как классический случай. Что-то Да. с ней большая нагрузка, скажем, произошла, да? Вроде бы все. Если с задней стороны и сбоку Нет, ну тут сбоку не дополнительных бывает. нет. Вот Все, здесь. все, снято, да? Крышечку откладываем сюда. И перед нами обнаруживается, ну, как нынче говорят, потроха внутренности вот этого Ноутбука. да, микропроцессорного устройства, которое называется ноутбук. И батареечка, которая приняла вот такие вот безобразные габариты, да, то есть, ну, Она вздулась. она вздулась, она подвержена была определенным, скажем так, нагрузкам и вздулась, то ли от попадания чего-то, то ли от перепадов Температуры, электричества. электричества. Да. Ну, то есть внешних факторов. Хорошо, отсоединяем его. Ну, для этого необходимо открутить. Винты. Да, винты откручиваем. Так, сначала винты или защелки? Нет, здесь у нас сперва винты. Хорошо. Откручиваются винты. При Они, этом будьте осторожны, чтобы винты не уронить на плату. все понял, они формата чуть более 4 миллиметров, и я их на эту сторону группирую, да? Так. Так, все. Читаем маркировку. Значит, литий-ионная батарея, Hewlett-Packard, это родная батарея стояла, HT03XL. Ну, тут все по-китайски. 1155 ВДЦ. Вольт постоянного тока. Ага. DC, да? Да. Всё. AC-DC же знаете, вот это вот AC-DC это переменный ток, DC это постоянный ток. Все, я С верхней части с верхней части. Так, а где у нас и чуть-чуть вперед. питание, как шлейф как таковой? Нету. Контакты. Контакты вот Все вижу. сразу Вот они. напрямую в плате. Как вот так, да? Вот смотрим, как вздулось в условиях, скажем так, использования в зимних условиях. Так вот. Ну и, соответственно, батарея пришла в негодность, да? Да. Так, берем. Процесс у нас практически завершается, первый этап, да? И вот написано, пожалуйста, такой же тип, 11,4 вольта, емкость чуть поболее, да? 41. 41 ватт. Это ватт. Это в ваттах уже. Это в ваттах уже. До этого мы читали в амперах. Угу. Абсолютно идентичный аккумулятор, и мы все это дело должны просто восстановить, да? Да. То есть Так. собираем уже в обратном порядке. Пазы сюда. Да. Штекер, он встанет сам, да? Нет, надо чуть-чуть надавить, скорее всего, здесь. надавить. Да. Все, Всё. встало. Остается теперь вот эти 5-миллиметровые винты восстановить в обратном порядке, да? Да. Испытано на себе. Все. Ну и надо зарядить и посмотреть состояние, я так понимаю. Да. Так, ну, зарядить, в принципе, не обязательно, наверное. Он, наверное, Сейчас, после того, как мы отключали аккумулятор, ноутбук не будет включаться. Вот, как бы сказать, это защита. Мгм. Необходимо подключить зарядное устройство. Мгм. Зарядное устройство у нас есть. Вот подключено. штекер зарядного устройства. То есть это защита от дурака. Да, грубо говоря, так. Ага. То есть индикатор у нас. И горит. нажимаю кнопку. Да. Да, красный этот горит. Надо подольше, наверное. Чуть-чуть подольше. Все. Шло. Это я отключил, кажется. Потому что там загоралось и этот. Так, еще раз. По индикатору лучше посмотреть. Всё. О, выключился. Выключился. Да. Один раз короткий. Нет, Всё, ждем. Ждем, да? Чуть-чуть подождем. Все, биос пошел. Говорит, батарея разряжена Ага. к МОС. Ага. Вот, для перезагрузки системы Enter. Но он же от сети должен как бы заработать. От сети должно работать. Ну, на SSD же должен, по идее, быстро. Все, система работает, пользователь. Ну, не будем, это же чужой все-таки. Так, давайте проверим, работает ли он от аккумулятора. Отключить. Отключить, да? Да, Так, батареи. все работает. То есть, смотрите, вот штекер отключенный, да, и вот горит. Замена аккумулятора ноутбука производителя Hewlett-Packard целый произведена мною
филологом успешно. Поздравьте меня. Поздравляю. Да. Теперь, наверное, все-таки операции попроще, которые потребуют... я, кстати, не запарковал его как следует. Или, Ну, в принципе, уже он в принципе, ушел. уже, да. Которые потребуют, наверное, более, скажем, тонких материй. Телефон. Испытано на себе. И, дорогие друзья, часть вторая марлезонского балета – это архисложная операция, которую категорически недопустимо выполнять в бытовых условиях. Но мы все-таки попробуем приближенно. Мы просто находимся, скажем, в сервис-центре «Респект», «Респект-сервис», одном из старейших сервисных центров нашего города. И ребята доверили мне операцию, которая называется в рамках программы «Испытано на себе», доверили мне операцию, которая называется Замена экрана. замена экрана телефона. Смотрим телефончик. Производитель Samsung, наш любимый, и он как бы он работает. Ну, разбитый Видите, экран. да, но экран в состоянии таком дискретном очень. Всякие цветные полоски, там туда-сё, моргание, шваркание, соплеиспускание и все на свете. В общем, невозможно, ну согласен? Да. Невозможно работать на таком экране. Там. Видеозвонок сделаешь, тут 80% экрана черное. Цветы, на что это годится? Я прав же, да, Владимир Львович? Хорошо, все, отключаем телефон, я так понимаю, да? Ну, в таком состоянии выключить телефон Невозможно. проблематично. Все, понял. Мы не видим, Да. не видим кнопку. Все, значит, мы, Ну, по крайней мере, вот так, чтобы да, экран погас. Блокировку вводим. Хорошо. Так, кладем его на мягкую поверхность, вот так вот, для начала, да? Он Вот, будет мешать нам. Да, вот это как сим-слот, все знают, берется скрепка и надавливается в специальное отверстие. И аккуратненько вытаскивается сим-слот гигантских размеров. Тут на 2 симки плюс на карту памяти. Да. Да, вообще жесть. Ну ничего. Так, дальше. Дальше мы берем нашу пластиковую лопаточку тонкую. Чудо-лопаточка. Так, Вот. Дальше смотрим. Так, самая тонкая часть корпуса у нас находится рядом с сим-лотком. вот как раз, да. Тут буквально полмиллиметра, да? Примерно посередине мы его продавливаем. Вот, и в сторону уходим сразу же. Вот так. Да. Ага. Теперь уже чуть-чуть надавливаем на карту под углом уже. Угол примерно 45 градусов. Вот так. Да, здесь такой же принцип, как и на ноутбуке, защелки есть. Угу. Вот я И чувствую, идем по периметру. щелкает прямо, да? Да. Теперь давайте вот чуть-чуть отодвинем нижнюю часть. Чуть-чуть отодвинем друг от друга от крышку. Она отодвинется ли? Она отодвинется, можно чуть-чуть лопаткой, карточкой нашей помочь. Лучше с верхней части. Вот так. Да. Да. Теперь вот эта сторона чуть-чуть зашла. Ну, и учитывая то, что здесь защелки, вот, верхняя часть тоже защелки. Соответственно, если мы уже 3 стороны вытащили, как и на ноутбуке, осторожно, шлейф. Чуть не порвал, чуть не порвал. Смотрите, ребят, какой толщины, какой конфигурации шлейфик вот здесь вот, да? Он вообще малепусенький. Аккуратненько я его вот так вот делаю, да? Да. Так лучше видно. Теперь берем пинцет, отключаем шлейф. Так, с какой стороны? Вот с платы, да? Острой частью под углом. Вот так. Нет, не прямо, просто острой частью. Под него. Под него. Под него, Вот так прямо. да. И небольшое усилие вниз, просто вниз. Все. Ух ты, это ж какого размера контакта-то тут? Я теперь понимаю, почему здесь стоит микроскоп. Потому Бывают что, такие ситуации, да, когда бывает, коннектор повреждается. один из пиночков погнут или что-нибудь типа такого, Да. то здесь уже микромеханика вступает в силу, да? Так. Микропайка. Микропайка. Все. Корпус отделен от крышки. Основная плата отделена от крышки. Дальнейшие наши действия. Так, крышку нашу в сторону, она нам пока не нужна. Отвертка.
Не такая уже, такого же размера, как на ноутбуке, она меньше размера. Гораздо. Вот. То есть и откручиваем. Все. Начнем сверху. Ввиду того, что аккумулятор у нас подключен к плате, плата у нас сверху, откручиваем болты сверху. Во-первых, необходимо обесточить. Все. Верхнюю часть крышки снимаем. Винтики с крупным шагом резьбы, это под пластик, да? Да, особо не будет. Так, мы его чуть-чуть в сторону. Всё. Это обесточили, Мы получается. плату обесточили. И потом уже пойдем к нижней части. Здесь такой же Да, принцип, такой же принцип. О, боги Ну, мои. просто он остается здесь. Вот. Теперь снизу откручиваем винты. Как бы это, поэтому они не выходят. Все вышло. Тут тоже еще один шлейф. Тут один шлейф. Нет, вот Нет, этот шлейф у нас Не от трогаем, экрана. да? Ага. Нет, от экрана. Вот, возьмем сейчас пока новый экран. На новом экране мы видим, что эти два шлейфа у нас присутствуют на экране. То есть у нас Вот так вот вот. так вот он Да. стоит. Вот. Соответственно, мы его отстегиваем. Пинцетики здесь такие. В ухе не поковыряешься, короче. Носу тоже. Сильно острые, чревато. А тут шлейф отошел. Так, теперь нам необходимо снять плату. Плата у нас закручена одним черным винтом. Мы его откручиваем, чтобы... А не откручивая плату не получится, да? Можно, конечно, но Потребует больше усилий. больше аккуратности потребует. Вот так как мы это делаем в первый раз, нам лучше снять его. Поддеть. Да, немножко поддеть. Сильно внутрь не делайте, потому что можете пинцетом повредить плату. Плата у нас двухсторонняя, то есть компоненты с двух сторон находятся. Так. Это у нас отстегнуто. А вот смотри, что. Вот у нас коаксиальный провод. Отстегивать его? Можно отстегнуть, да. У основания с левой стороны. С левой стороны. Вот здесь вот. Нет, с левой стороны. Вот тут. Да. Вот. И плату мы снимаем. Можно руками уже, в принципе. Влево, вправо чуть-чуть двигаем. Все. Его вот сюда Можно на положим, да. корпус, да. Теперь у нас что? То есть мы этот провод полностью из пазов вытаскиваем. Снимаем нижнюю плату. Так, мы его приподняли, и тоже уже можно без пинцета руками уже чуть-чуть влево-вправо вытащить уже его. Там что-то Ну, есть. там двусторонний скотч. Так, его сюда же. Все, у нас остался корпус практически и батареи, да? Да. И радиаторы. Ну, тут радиатора нету, тут у нас вибромотор, динамик нижний полифонический и верхний динамик уже разговорный. Так, теперь необходимо нам снять экран от него. Чтобы вот в таком виде нам необходимо снять с этого корпуса. Как? Для этого нам необходимо его нагреть. Для нагрева мы используем плиту специальную. Феном нельзя обойтись, да? Феном можно, но температура... Феном, да, не задашь определенную температуру. в постоянном режиме, то есть по периметру, чтобы... Где ты берешь печка? Печка у нас находится сзади. Испытано на себе. Ну, смотрите, люди, я держу практически разобранный телефон А-серии, актуальный, с Type-C, со всеми делами и так далее. И надо, как Александр, один из руководителей сервиса, Respect Service, нагреть его, да? Да. Для Температура не отсоединения слишком экрана. высокая. Температура не должна быть высокой, то есть достаточно 70 градусов, плюс-минус. Аккумуляторы очень плохо Высокую температуру. высокую температуру переносят. Вот, ложим просто на него.
Экраном вниз. экраном вниз. Мгм. И нам достаточно минут от 5 до 10, в принципе. Все. Ждем просто тогда. Да, просто ждем. Испытано на себе. Так, ну все, нагрелась вот эта вся беда до определенной температуры, и дальше что? Дальше вооружаемся еще одним специфическим инструментом, да? Лезвие одностороннее. Мгм. Вот, и мы его, экран переворачиваем. Мгм. Так, и между стеклом Мгм. и рамой, Мгм. вот, и мы его туда поддеваем Под каким углом? под угол 45 примерно, да. А, вот, да, да. Из-за того, что он нагрелся, сейчас он клей Мягкий. мягче, Ага. и мы его проносим. Прям по- Экран разбитый, то есть, если шлейфа мы повредим, Ничего не страшного. жалко. Ага. Вот. То если здесь экран отошел, можно его Попробовать да, поднять. поднять. Ага. Экран у нас разбутербротился, то есть расслоился. Так, это подложка же, да? Это у нас тоже отражающий элемент. Угу. Это часть экрана у нас. То есть она Осталось. должна была это, да? Она должна вместе прийти. А вот под клей и, в принципе, можно... Да. Мгм. Шлейфики Шлейфики не жалко. не жалко. Он вытаскивается. Да. Этот шлейф вытаскиваем. Ну все. Тут осталось у нас зачистить. Так, не, вот это на выброс же, да? Это у нас все уже. Это на непригодно. выброс, это все уже как бы это. Зачистить тем же инструментом, да? Давайте мы зачистим его скальпелем уже. Более удобный инструмент. И пинцетом. Моделирующий нож целый, вот я знаю. Вот по пазу идти, да? По пазу, да, можно чуть-чуть срезать клей. И куски уже Пинцетом. можно пинцетом, руками, если есть возможность. Но осторожно, конечно. Вот так, не щадя, да? Можно так, да. Ну, вроде бы все. Вроде бы все. Следующий этап у нас заклейка. Клей специальный. Re-Life. CP Ага. 007. Так, Так, куда идем. наносить? Мы клей наносим по краю Мгм. рамки. Мгм. Вот, в Вот этот пазик. именно, да, Мгм. вот в эту часть. Тонким слоем. Равномерно идем. А, То есть отрывать можно, но Мгм. если оторвали, то... ну, то есть, а откуда чтобы- откуда лучше начать? В принципе, особой разницы нету, но сразу замечаю момент. Сверху у нас динамик стоит, Мгм. то есть эту часть Не трогать. не закрываем. То Мгм. есть здесь она должна уже снизу идти по корпусу. Все понял. То есть это максимально аккуратная часть получается, да? Да. Ой. Ой, ой, ой. Тут очень твердая рука нужна, чтобы вот с микропаза Не сойти. носик, да, не соскочил. И хорошее освещение нужно для того, чтобы, ну, видеть, контролировать. Вот здесь говорите Динамик у нас там. Да, Дырка то есть- по динамику. вот так, да? Да, все. Здесь добавим. Все. Закрываем аккуратненько пробочку. Клей, в принципе, не застывает моментально, что То для есть нас плюс. время жизни есть какое-то, да? Да. Вот, но относительно этот клей застывает быстро, других клеев. Теперь экран. То есть, когда мы новый экран. устанавливаем, мы не забываем установить наши дырки вот в пазы шлейфа. Все. Сначала Также надо обратить внимание на экране пленки защитные транспортировочные. Здесь мы видим пленку. удалять. Язычок, да, который закрывает, защищает камеру, госзак камеры. Мы его убираем. Этот язычок у нас передняя пленка. Мы Но его это не потом. убираем, да. Так.
совмещаем прежде всего вот это Длинный. и короткий, да? Да. То есть сначала ту сторону, где ближе к шлейфу, Да. получается, клеим. Давайте я вам чуть-чуть Да. помогу. Ну, Всё, теперь лучше ну, давайте ну. сверху начать. Вот так. Да, давайте вот Ага. так. И сверху, так как вам виднее оттуда. Мгм. То есть Все, все поставили. в рамку. Мы здесь пока не прижимайте. Мгм. Проверяем, шлейфа все вышли или нет. Все шлейфа... Нет, можете там не дергать. Мгм. Ну, вышли. Да, все шлейфа вышли, проверили. Мгм. Прижимаем. Просто не сильно. Вот переворачиваем. И ложим на ровную поверхность. Давайте на стол. Вот. Все. Теперь мы должны все это собрать в обратном порядке. То есть такая же муторная история, да? Как сиал, все на свете. Это у нас нижняя вот эта Да, плата, да? мы его переворачиваем. Нет, экран лучше не трогать. Сейчас Мгм. уже, пока клей не высох. Другую, на 180. Теперь вот так. Так, Да. вот так. Да. Он у нас без винтов. Без винтов. То есть мы его просто фиксируем на двухсторонник, который был уже. Мгм. Придавливаем. Шлейф подключаем. Шлейф. У нас вот он стоит от экрана. Дергать не надо, в принципе, длина должна подойти. Тут у нас небольшой щелчочек должен быть. Есть. Два щелчка как раз. Мгм. Слева и справа Мгм. пошло. Устанавливаем плату. Экран не забываем, что не надо поднимать, чтобы клей оттуда Так, вот не это у отклеился. нас... Это у нас аккумулятор, Всё, его всё. пока не трогаем. Все должно быть сверху. Все шлейфа. А тут были винтики же, да? Тут у нас был один черный винт. Мгм. Один черный винт малюсенький. Да, вот место для винта у нас обозначено Желтеньким. Да. Мгм. У кого зрение, скажем так, старческое или такое нехорошее, то еще раз, даже вот размерность винтов, крепежа на телефонах, ну, оно предполагает, ну, аккуратненьким быть, да? Подключаем основной шлейф. Основной шлейф. Тоже щелчок. То есть сильно сперва не нажимайте. То есть сперва почувствуйте, где должно быть. И потом уже до щелчка. Мгм. Вот. Теперь коаксиальный шлейф. Коаксиальный шлейф. Он как телевизионная антенна, да? Да, это получается. для сотовой связи. Пинцетика может помочь себе. И тоже щелчок. Есть. Улаживаем его в паз. Ногтем можно, в принципе, здесь острым Да. предметом. Пинцетом чревато. Да. Занял свое место. Он не должен выходить, да? Да, он чуть-чуть глубоко должен стоять. Мгм. Если что, можете пластиковой лопаткой, но не острым предметом. В одну сторону, если выгонять, то встает все нормально. Все. В пазу. Так, теперь вот этот восстанавливаю, да? Мы устанавливаем, да, аккумулятор. Подключаем аккумулятор. Вот таким образом. Аккумулятор у нас подключается к этому коннектору. Вот он. Да. Есть. И теперь уже крышечки верхний, нижний. Начинали мы с этого. Так, верхние у нас были. Вот они. В любом порядке, да? Да. Ну, давай ближе, которые к
Ко мне первый. Самое главное не перекрутить. Я так Да, понимаю. здесь не перекрутить. Длина болтов у телефонов, в принципе, почти всегда одинаковая, Мгм. вот. Но в зависимости уже от модели тоже телефонов. У Samsung почти все одинаковые болты. Мгм. На последних моделях уже разные болты пошли. То есть там сложнее, да? Там, да, там чуть-чуть сложнее, но они различаются световым клеем Мгм. на кончиках. То есть их можно, в принципе, более-менее различить. Вот. На айфонах болты всегда разные. Мгм. Вот. Там главное то есть быть внимательным, куда какой болт закручивать. Вот. К Xiaomi, Huawei, то есть на китайцах, в принципе, болты почти всегда одинаковые, длина болтов. По крайней мере, то есть той группы, которые они снимаются. То есть вот такие крышечки, Мгм. одинаковые болты. То есть, в принципе, То есть азиатов легче демонтировать и смонтировать, да? да, в этом плане там попроще. Два винтика остается, это вот эти, да? Вот и вот. Или вот этот? У нас один, Мгм. один у нас, скорее всего, снизу, скорее всего, перепутали, наверное. Нет, нет, Точно? точно нет. Здесь у нас 7. Здесь у нас вот перепутали. Да? Да. Здесь у нас 7 Мгм. пазов под Мгм. винты. Здесь осталось 6. Мгм. Хорошо. Это защищает плату, да? Крышечки. Это защищает, это антенна. Также, Это антенна тоже, да? тоже как антенна, как фиксатор. Мгм. То есть функций у него несколько. Ну, защищает он только от механических воздействий. От воды, конечно, он не будет защищать. А с влагозащищенными там мороки больше, поскольку там нужно восстанавливать силиконовый слой, да? Да, там Уплотнитель. уплотнитель, там не просто уплотнитель, там специальный клеющий состав. Мгм. Вот, И его каждый раз надо восстанавливать. после разборки, да, Чтобы в следующий раз можно было безболезненно купаться и так далее. да. Но самое сложное в них это, скорее всего, проверить это. Герметичность? На герметичность, да. Мгм. Если сервисный центр не авторизован, Мгм. он проверить это не сможет. Он может сказать, что да, он герметичный, но доказать это он никак не может. В этом плюс авторизованных. Авторизованных сервисных центров. Еще раз, основная задача не Пока не перекрутить. не Не надо поднимаем пока. понимать. Так. Вот у нас клей еще полностью не высох. Мгм. Вот, у нас осталась крышка. То есть шлейф подключаем. Шлейф давайте лучше с обратной стороны. С этой стороны удобнее будет. Так же, да? Да, так же. Угу. Переворачиваем и защелкиваем. Лучше сверху начать. Угу. Сверху начинаем застегивать. По периметру пошли. Вроде бы занял все свои места. Так, мы его аккуратненько приподнимаем. Клей, излишки клея сами выходят уже, то есть при надавливании. В принципе, нормально. То есть не забываем лоток устанавливать. А зачищать клей чем? Зачищаем клей салфеткой специальной химией. То есть можно уже включать телефон. Ну, это, в принципе, как бы рутина, которую для клиента. То есть у нас сейчас же стоит задача, после моих корявых ручек будет ли все работать, да, проверить. Да. То есть Сейчас мы это проверяем. Чудо, дорогие друзья, Galaxy A12 обрел, скажем так, работоспособность даже после того, как я над ним поиздевался, не имеющий абсолютно отношения к ремонту мобильных устройств и всего прочего человек. Но еще раз, вывод я вот делаю в этой передаче.
если что касается ноутбуков и так далее, там в принципе можно, то есть нарастить память и так далее. То есть все эти операции, они рассчитаны на то, что пользователь сам может сделать. Да, конечно. Поменять накопитель, нарастить память, если там есть слот под DIMM, да? Да. Батареи поменять. Но опять же, желательно было бы там какой-то технологический процесс знать, то есть что, зачем и так далее, и так далее. Разумеется. Да, и плюсом иметь, скажем так, принадлежности для очистки от пыли, от всего прочего, чтобы, открыв плату, можно было там продуть, и чтобы лучше работало все это дело. Это что касается ноутбуков. Что касается телефонов, дорогие друзья, при всем своем, скажем так, отношении к чему-то режущему, там, стругающему и так далее, вот эти вот все операции я бы не стал проводить ни в коем случае сам. Лучше бы дал заработать несколько тысяч рублей, еще раз, людям, у которых квалификация позволяет это делать. Почему прежде всего? Вот эта вот печка, которая равномерно всю площадь нагревает, ее у меня нет. Из чего-либо ее мастырить себе дороже получается. Фен не даст более-менее равномерно. Ну, там можно ухитриться, конечно, но опять же, если у вас фен с заданной температурой, то есть температуру задаете, на определенном расстоянии делаете, и это вот... Но все равно он будет нагревать одну точку. Да. То есть по всей площади нагревать без вот этого, чуть было не сказал, муфеля, нагревателя печки не обойтись. Далее, размеры всех вот этих соединений, даже винтиков вот этих, я туда лучше не полезу, потому что с моим зрением, с моей моторикой и так далее лучше не делать. Философия такая, выводы делаем следующие. Ноутбуки и прочее, в принципе, под силам самому пользователю, если у вас есть определенная культура проведения каких-либо работ, да? Есть определенный инструмент, ну не то чтобы навыки, а знание, последовательность. Что касается телефонов и прочего, отдаем в сервис-центр однозначно, потому что это, еще раз, большая ответственность. Если для себя даже, для кого-то восстанавливаете из своих телефон, там, экран переставить и так далее. Ну, во-первых, не перепутать, чтобы точно такой же экран был, да? И так далее. Да, очень бывает часто такое, что даже клиент, который заказывает экран, приносит нам, просит поставить, ну, мы видим, что экран другой, то есть он не подходит И для этого телефона. сейчас бы я хотел сделать дубль завершения. Почему все-таки нужно тащить вот с этими операциями к специалистам? Сейчас будет бабах. Испытано на себе. И, дорогие друзья, последний аргумент, почему категорически не рекомендуется какие-либо манипуляции, особенно с питанием телефона, производить в домашних условиях. Вот берем аккумулятор от айфона, да? Да. И сейчас Александр, один из ведущих специалистов сервисного центра «Респект-центр», проделает небольшую такую штуку, которая, ну, наглядно докажет вам, почему не нужно что-либо ковырять дома. Давайте, Саша. Очень даже хорошо видно пламя, и искры, и все на свете. Александр, при каких условиях может случиться такое в аккумуляторе, который находится непосредственно в айфоне? Так, ну, если случайно повредить аккумулятор, проткнуть, либо перегнуть его, даже в душе, если тот же самый аккумулятор, тоже также может себя повести. То есть вот эти все взрывающиеся там телефоны, это отнюдь не сказка. Да, конечно. Это очень опасно. Испытано на себе.